служить России» была написана Эдуардом Фано и Ильей Резником. Основная идея песни заключалась в том, чтобы пробудить у молодого поколения любовь к родине и истинные патриотические чувства и впоследствии привлечь молодых людей для службы в государственных органах. В последнее время данная песня наиболее часто исполняется в государственном хоре. Следует отметить и тот факт, что практически любой торжественный праздник не обходится без нее. Данная песня стала своего рода классикой жанра, сформировав целое направление, которое находит свое отражение в сердцах многих людей. На сцену приглашаем коллектив 10 В-класса под бурные аплодисменты.
написании «Смуглянки» ее авторы вдохновлялись молдавским фольклором, поэтому произведение получилось лирическим, задорным и игровым. Первым исполнением «Смуглянки» перед широкой аудиторией принято считать праздничный концерт краснознаменного ансамбля от 7 ноября 1944 года, проходивший в концертном зале имени Чайковского. Помимо присутствующих в зале зрителей, концертом наслаждались миллионы советских радиослушателей. Под бурные аплодисменты мы приглашаем на сцену коллектив 10 Г-класса. Летом на рассвете заглянул в соседний сад. Там смуглянка, молдаванка собирает виноград. Я краснею, я бледнею, захотелось вдруг сказать: сзади на приколе, что летний вес встречать. Раскудрявый, зеленый встречать. Я круглый, душой головой, зеленый, как партизанский, молдаванский собирается отряд. Вечера на партизаны дом покинули родной. Ждет тебя дорога, партизанам лет стой. Раскудрявый, «Высокой траве». Это название песни группы «Любэ», уверенно вошедшей в список самых популярных песен группы. Эта песня посвящена группе «Альфа». Более того, создана и спета с их участием. Два офицера, недавно вышедших в отставку, Геннадий Соколов и Алексей Филатов, однажды показали Николаю Расторгуеву текст песни, которую написал военный журналист Юрий Гладкевич. С этого началась история хита. И исполнять этот известный хит группы «Любэ» мы приглашаем коллектив 10 Д-класса. Поддерживаем аплодисментами! Вольно. Девочкам
И мы завершаем наш конкурс песни «О той весне», которая написана в самом начале 21 века. Автор стихов и музыки Елена Плотникова. Год создания 2009. Эта песня словно взгляд из настоящего глазами современных детей на героическое прошлое их прадедов, их нелегкий путь к победе в Великой Отечественной войне. Первое исполнение песни принадлежит московскому вокальному коллективу «Мультикейс», руководит которым Елена Ильинична Плотникова, композитор, лауреат музыкальных конкурсов, автор поэтических сборников. С 2009 года песня звучит на многих концертах и конкурсах по всей стране и за рубежом. В сцену приглашаем коллектив 10-го Е-класса. Подборные аплодисменты. Идет воюет свод, далекий год, на пленке старой нелегкий путь, еще слышать и говорят войны, пожары, счастливый май, любимый край своих солдат. Встречай скорее, отдам обед. Земля дрожит, тепло дышит, ее согреет. Вот и подошел к концу наш конкурс военно-патриотических песен «Битва хоров-2024». Сегодня в нашем актовом зале прозвучали патриотические песни разных времен. Мы увидели, как классные коллективы подошли к выступлению с креативом и душой. А пока жюри подводит итоги, мы приглашаем на сцену Лукинову Монику.
похвалить. Давайте похлопаем самим себе. Каждый раз молодец. Итак, пока наши жюри решают, кто какое место занял, давайте мы с вами поиграем в игру. Всеми любимая, всеми популярная игра «Принеси мне». Итак, пожалуйста, мне с каждого класса по одному человеку. Это все классы? Давайте еще одного человека сюда. Еще одни желающие ребята. Ладно, без этого. Итак, давайте познакомьтесь с нашими участниками. Пожалуйста, имя и класс. 10-го. 10 Г. Виолетта, 10 Г. Итак, наверное, вы все знаете игру, но мы еще раз повторим правила. Первое. Я говорю, принеси мне часы. Вы не перекликиваете, вы выходите по лестнице и берете часы из зала. Далее вы аккуратно прибегаете сюда и приносите мне. Человек, который прибежал первым, точнее последним, тот убывает. Понятно? Итак, зал, вещи не швыряем, ни телефоны, ничего швырять не надо. Не отбираем, не падаем и не спотыкаемся. Все понятно? Хорошо, давайте пробуем пробный тур. Принесите мне очки. Молодцы. Так, вот. Получается, если мы сейчас по следующему играли, то сейчас ты сел обратно в зал. Но это только пробный тур, поэтому играем сначала, возвращаем вещи. Аплодисменты, ребят. В общем, в таком духе мы играем дальше. Итак, принесите мне туфлю. У нас, кажется, кто-то потерялся. Ну, ладно, тогда ведь мир нас покидает, а остальные возвращаем туфли обратно. Нас осталось 5 участников. Итак, принесите мне на этот раз резинку от волос. Итак, Ваня, неплохо идти резинку, давайте всем похлопаем еще раз. Возвращаем свои резинки. Итак, теперь нас 4. Нас все меньше и меньше. Поэтому сейчас я вас попрошу принести мне часы. Можешь подолжить, вместе чушь, так че не станет
выкидываю. Поэтому первый игрок Казанова отдаем кроссовки обратно. Итак, все на месте. Принесите мне левый кроссовок. Провожаем нашего участника. Получаем кроссовки. Итак, решающий тур. Принесите мне кофту. Мы нашли нашего победителя. Пожалуйста, еще раз скажи, как тебя зовут. Виолетта Десятникова. Виолетта, похлопаем. Хорошо. Ребята у нас оказались довольно шустрыми. Моя следующая игра называется «Соловей». Пожалуйста, мне опять по одному человеку из класса. У нас не хватает снова одного класса. Итак, игра «Соловей». Что же это значит? Получается, каждый из вас сейчас по очереди будет говорить «Битва хоров» и так далее. Кто сделает это дольше всего, тот победил. Будем начинать с секундомера. Так, пожалуйста. Кристина, похлопаем Кристине. Итак, на счет 3 кричите. Нет, иди сюда, ты тоже поиграешь, но ничего страшного, ребят. Так, сейчас Кристина первая начинает. Битва хоров. 12:09. Так, пожалуйста. Битва хоров.
Битва холодов. 11:02. Артем. Битва Как тебя зовут? Елена. Битва хоров. 12:32. Итак, со счетом 17:44 побеждает Артем. This is a man's world. This is a man's world. Итак, сейчас такая короткая игра, чтобы посмотреть, как вы умеете аплодировать, порепетировать, так скажем, когда будет ваш результат. Поэтому игра под названием регулятор громкости. Все знают, как играть? Да или нет? Да или нет? Хорошо, тогда объясняем правила игры. Я поднимаю руку вот так. Вы хлопаете. Чуть-чуть. Если поднимаю вот так, то еще громче, вот так, еще громче. Понятно? Репетируем. Ребята, всем спасибо за игру и всем удачи! Слово предоставляется многоуважаемому жюри. Встречаем подборные аплодисменты. Добрый день, уважаемые коллеги, участники. С каждым годом данный конкурс вызывает у меня такие чувства, знаете, такие. С каждым годом все пение, все выступления, все лучше и лучше. Это очень радует. Всем коллективам хочу сказать большую благодарность. Видно, что вы подготовились прямо коллективно, очень оригинально выступили. В этом году, действительно, я хочу вам сказать, все на высшем уровне выступили, но тем не менее в каждом конкурсе есть победители, есть номинации «Лучшие из лучших». Я хочу сейчас передать слово Вячеславу Викторовичу, чтобы огласить номинации. Как сказал Луиза Васильевна, действительно, в этом году вы очень хорошо выступили. Спасибо вам за такую эмоцию, за эту возможность послушать песни, которые действительно мы давно не слышали, которые слышали первый раз даже. Некоторые ребята, наверное, услышали. Спасибо классным руководителям, которые вас подготовили, в первую очередь, конечно. Спасибо. Как бы то ни было, очень сложно было выбирать на самом деле, да, действительно. Но в любом конкурсе есть свои победители, свои призеры, и также будет у нас. Значит, разрешите поздравить и наградить грамотой коллектив 10 А класса, победитель в номинации «Самое оригинальное исполнение песни». Один исполнитель 10 А класса.
победитель в номинации «Лучший солист». И награждается грамотой у нас за активное участие в конкурсе «Битва хоров» коллектив 10 Б класса. Грамотой награждается коллектив 10 Г класса за активное участие в конкурсе «Битва хоров». Переходим к призовым местам, да? Грамотой награждается коллектив 10 Е класса, занявший 3-е место. Так, теперь награждается коллектив, занявший 2-е место. Внимание! Это у нас 10 В класс. Барабанный рог награждается коллектив 10 А класса, занявший 1-е место. И в каждом конкурсе, ребята, всегда есть, который выступил лучший из лучших, который набрал по всем 100 баллов. И это диплом вручается коллективу 10 Д класса. Еще раз поздравляю победителей и призеров хора «Битва», конкурса «Битва хоров». Спасибо всем.